Уважаемые друзья, главное, что я хочу вам сказать, не надо аплодисментов, я понимаю, знаю, что происходит, я знаю, понимаю, что происходит, я не первый год, как говорят в народе, замужем, поэтому давайте поговорим по существу. Вы рабочие люди, вы тоже меня знаете. Вы всегда поддерживали президента. Это я тоже знаю. Пусть не все. Спасибо, пусть не все, я только что сказал. Пусть единицы, стоящих здесь. Но запомните, по-мужски вам скажу, и вы выслушайте, а потом действуйте как хотите. Самое страшное в жизни – это предательство. Я не хочу вас упрекнуть, что вы кого-то предали, потому что я хорошо знаю, что происходит. Второе. Отвечаю на ваши вопросы, которые вы хотели бы, может даже не мне задать, но которые всегда бродят в ваших головах. Но прежде чем ответить, я хотел бы отвлечь ваше внимание на две фразы. Я просил вот сейчас маленькую оперативную информацию привезли, чтобы они две фразы эти поставили, а потом я вам расскажу, как это делается. Если у нас люди готовы это сделать технически, если готовы, пожалуйста, сделайте это. Такая тема. ТПТшники уроды клепают, ерунду клепают, что капец. Ну, уже скоро перестанут клепать. Завтра приедет на НТЗ, а вот нам на ЗКТ посмотрим, что будет. Надо его поливать, сразу выходить и заряжать, пошел вон и все. Да. Тут люди только, главное, чтобы народ поддержал, не морозился, не боялся. Всех не уволил. Да, они вообще отрабатывают. Люди там тоже, что, блядь, некоторые боятся, ну, херня. Ясно. Ну ладно, хорошо, все. Добро, давай, Андрей, спокойной ночи. Я, как и вы, собрался... Уходи! 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 Спасибо. Отвечаю вам на этот вопрос. Можете еще покричать. Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Отвечаю по-мужски на этот вопрос. Второй вопрос, который вы задали, чтобы вас не держать на жаре. Вы говорите о несправедливых выборах и хотите провести справедливые. Отвечаю вам на этот вопрос. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет. Третий вопрос. Я понимаю, что многие якобы напряжены той ситуацией, которая сложилась на улицах, что там было насилие и так далее и тому подобное. Непопулярный вопрос, но он звучит. Отвечаю вам и на этот вопрос. Первое. По крупняку. Нужен был повод для того, чтобы вы кричали «Уходи». Хороший повод. А зачем было давать не этот без повод? того, вы знаете, что я поручил разобраться с каждым фактом, не без того, как говорил министр, что кто-то попал под эту раздачу. Но что удивительно, из тех 2,5 или 3 тысяч все прогуливались. Нет, там не было никого, кто ходил против ОМОНовцев в милиции. Ни одного не было. Все просто прогуливались. Теперь про то, что кто-то кого-то избил. Совершенно верно. Но большинство, после того, как разобрались, их было на Окрестина 2,5 или 2 тысячи, чтобы вы знали. И на Окрестина, непопулярно, но скажу, получили те, кто там же на Окрестина бросался на ментов. Вы знаете, кто?
знаете, вы прежде всего знаете. Ну, спасибо, спасибо. Я вижу вот тут группа, это вот левая немножко. Я вижу вас, не волнуйтесь. И что? И Я что? это все услышал и ответил на этот вопрос. Чего вы его поднимаете снова, если вы рабочие? Ну вы же не запятнаете честь рабочего человека. Я вас услышал и ответил на него. Если вы хотите, чтобы я еще раз ответил, и вы покричали, я могу это сделать. Поэтому успокойтесь. Если у кого-то есть дети, возьмите голову в руки и поймите, что никогда военный человек вам не простит, когда вы его бьете в спину на автомобиле. Я просил до этих событий, не провоцируйте их, потому что если они разойдутся, очень жарко будет не только вам, но и мне. Я не смогу удержать обстановку, не смогу. Они будут защищать свои семьи, на которых сегодня идет давление через социальные сети. Они не смогут защищать. Поэтому успокойтесь. И последнее. Потом покричите. Первое. Что касается этого завода. Что не хватает? Что не хватает? Вы субъекты экономической деятельности, экономики. Вас клонит или вас часть в политическую плоскость перешли. Но запомните, там в политике, куда вы рынулись, не понимая, другие законы. Другие законы, чтобы потом не было больно. Ни мне, ни вам, ни народу, когда мы потеряем государство. Второе, в этой части. Если кто-то не хочет работать и хочет уйти, никто никого не будет гнобить, никто не будет никого давить. Пожалуйста, с завтрашнего дня или сегодняшнего ворота открыты. Извините за мою непопулярную эту фразу. Но время такое, когда надо говорить честно.